Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В Нижнеколымском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора и домашнего кинотеатра. В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что когда дома никого не было, кто-то взломал дверной замок и проник к нему в квартиру. Пропали телевизор и домашний кинотеатр. Общий материальный ущерб составил более 7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 46-летний мужчина. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверной замок и проник в квартиру. По словам задержанного, изначально он хотел попросить у кого-нибудь сигарету. На улице мужчина никого не встретил, поэтому начал обходить подъезды. Его привлекла приоткрытая дверь одной из квартир. Как выяснилось, у потерпевшего была двойная дверь, однако внешняя дверь не была закрыта, а внутренняя была довольно хлипкой. Убедившись, что дома никого нет, злоумышленник решил проникнуть внутрь. На обратном пути незадачливый мужчина растерял части домашнего кинотеатра, а похищенный телевизор позже подбросил в подъезд одного из домов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В 4-й отдел столичной полиции обратилась пострадавшая с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета в размере 5000 рублей. Женщина рассказала полицейским, что начала получать СМС-оповещение о списании с платежной карты денежных средств. Проверив сумку, женщина поняла, что потеряла банковскую карту с функцией безконтактной оплаты и заблокировала электронный счет, позвонив на номер горячей линии своего банка. Полицейскими был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный 35-летний уроженец Якутска. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он пояснил, что банковскую карту нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей и начал совершать покупки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В дежурную часть полиции по Нерюнгринскому району обратилась сотрудница Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи, которая сообщила, что из ее кабинета похищен принадлежащий ей смартфон Honor стоимостью 35 тысяч рублей. Подозреваемая в совершении преступления была установлена по горячим следам. Ей оказалась 22-летняя жительница Нерюнгри, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. В этот день девушка была на приеме у заявительницы. В конце приема злоумышленница попросила попить, и когда потерпевшая вышла из кабинета за водой, подозреваемая взяла ее телефон, который лежал на столе, и ушла. В тот же день девушка сдала мобильник в ломбард за 5000 рублей. В настоящее время похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полицией по Нерюнгринскому району выявлены очередные факты фиктивной регистрации граждан по месту пребывания. 38-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире 4 иностранных граждан без намерения фактически предоставить данным гражданам это помещение для проживания. Также установлено, что 40-летний местный житель оформил регистрацию 2 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире. Фактически же данные граждане в указанной квартире не проживали. Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Перейдем к российским новостям. Конверт с надписью «Сибирская язва» обнаружили во вторник в административном корпусе городской больницы номер 12 города Новосибирска. Его содержимое исследуют, в медучреждении провели дезинфекцию. После обнаружения конверта персонал больницы незамедлительно принял все меры, предписанные инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов. О конверте немедленно сообщили в полицию, Росгвардию, территориальный центр медицины катастроф, управление ФСБ, управление Роспотребнадзора. Персонал перекрыл доступ в больницу, заблокировал входы, ограничил перемещение людей в административном корпусе. Спецслужбы прибыли в течение 5 минут. Согласно инструкции, определили круг контактировавших с конвертом. Это 1 человек. Его изолировали. По рекомендации специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику. Что на самом деле было в конверте, покажет назначенная экспертиза. И в конце выпуска сообщение из-за рубежа. 2 женщины погибли, 1 ребенок ранен в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у здания общежития университета в городе Коммерс, штат Техас. В понедельник на месте происшествия проводятся следственные действия. Личность стрелявшего пока не установлена. Сообщается, что ребенок, пострадавший в перестрелке, доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Они ничего не говорили о поисках того, кто это сделал. Это шокирует, это действует на нервы, потому что они все еще могут быть здесь. Они могут быть моими одноклассниками. Они могут быть кем-то из моих друзей, помощников по общежитию. Они могут быть кем угодно, а мы не знаем. И я должен жить, как ни в чем не бывало, зная это. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.